Доброе летнее утро, дорогие телезрители. Сегодня мы присутствуем на месте сбора и проведения традиционного фестиваля «Полевая кухня» памяти Александра Ильича Борисова. И нам в составе Петра Цепандина, Анатолия Кириллина и Саргаланы Оконешниковой довелось, выпала честь защищать имя национальной вещательной компании НВК «Саха» в этом традиционном и вызывающем огромный интерес в конкурсе. Все, шатровое хозяйство установлено. Мошки огромное количество. И начинаем разбирать то, что у нас есть. Петр Цепандин, ведущий программы «Просто вкусно», возглавляет команду НВК «Саха», в которую вошел еще не менее небезызвестный дядя Толя Кириллин, бывший главный режиссер нашей компании, но бывших не бывает. Да. Вот Анатолий. И третий участник – это продюсер программы «Просто вкусно» Саргалана Оконешникова. Здравствуйте, товарищ подполковник. Добрый день. Вот, ну, в смысле, она реально продюсер у нас в программе. Как человек, находящийся на заслуженном отдыхе, она в качестве хобби выполняет функцию продюсера. Петя, когда ведет программу, сталкивается с огромным количеством рецептов, которые ему подгоняют очень-очень известные люди, да, Петя? Ну, известные, неизвестные, самые разные люди. Да. Но смотрим, что у нас в качестве заготовки у нас тандыр, который в условиях программы «Просто вкусно», да, Петя, ты мало когда использовал? Больше, что я первый раз сейчас буду. Тандыр – это глиняный сосуд, который выдерживает достаточно большие температуры. И туда целиком можно положить тушку какого-нибудь мелкого зверя. Я думаю, что Петр, как известный охотник, да, приготовил для нас что-то очень интересное. Плитка раз, плитка 2, плитка 3 и плитка 4, видимо, резервная, да? Конечно. Да. Видимо, резервная. Коллеги с Ростелекома готовы, ждут отмашки, чтобы начать готовить. Они первые приехали, кстати. И смотрим секретные ингредиенты, да? Сходили, не поленились уже и набрали вот это вот. Правильно? Да. Что нашли, то и кладем, да? Это полевая кухня. Полевая кухня. Да. Видавший виды мангал у Пети, который помнит и Николая Валуева, наверное, да? Кого только он не помнит. Поражаемся вот этому агрегату, к примеру. Хороший профессиональный агрегат. Для большого количества людей, занятых на полевых работах, готовить и так далее, чем все-таки отличие? Отличие? Ну, по сути, просто отличие в том, что там масштаб другой. Это масштаб посуды, масштаб этой, да, допустим, готовишь там мешками лук, количество ингредиентов. Да, количество ингредиентов. Там уже не до высокой кухни, там надо решать задачи, которые вот люди должны сытно, нормально поесть, и чтобы все-таки не изо дня в день, как сухой паек, да, чтобы что-то менялось, разнообразие. Самое главное — разнообразие. Отличие конкурса этого года в том, что он является юбилейным, посвящается 65-летию со дня рождения Александра Ильича Борисова, которого все мы знаем и уважаем. И в связи с тем, что это юбилейный конкурс, мы и решили его привести в форме фестиваля. Да? Поэтому он не такой строго канонический конкурсный, получается, конкурсное мероприятие. Раз это фестиваль, то оно предусматривает много послаблений в части участников. Да? Допустим, команды сами выбирают, из чего готовить и что готовить. Они сами привозят с собой продукты,
В этом ключе для команд это большое подспорье. Я думаю, что все команды выступят успешно, покажут все то, на что они способны. И все делаем радостные лица. И машем руками. Давайте, 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 давайте. Давайте, 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 давайте. Отлично. Итак, первый номер. Национальная вещательная компания «Саха». Муниципальный район Хангаласский Улус. На месте. Ангаласские. Третий номер. «Эксперт». Группа компании «Эксперт». Четвертый. Муниципальный район Амгинский Улус. Амгинский Улус во главе с главой, да. Пятым номером. Пятый номер. Эверест. Группа компании «Диапазон». Это вы, да? Шестой номер. А, Филиал Сахателеком, ПАО Ростелеком. Ростелеком. Седьмой номер. Муниципальный район Горный Улус. И капитан команды глава муниципального образования. Восьмой номер. Якутский колледж связи и информационных технологий имени Дудкина. Девятый номер. Арктик Телеком. Арктик Телеком. Я всех настигну. Номером тех, которые я представил первыми. Министерство экологии и природопользования Ага. Республики И колледж связи. Вот. Саха, Якутия. Да. Котелки приготовлены, ингредиенты на старте. Пора, наверное, начинать. Объявляю конкурс «Полевая кухня» открытым. Пусть победит сильнейший, а главное, пусть победит дух и атмосфера. На старт, команды! Все, на старт команды! Команды на старт! Почему стоим? Почему стоим? Почему стоим? Все, беремся за спички, зажигалка. Итак, республиканский конкурс начинает свою работу. Всем участникам конкурса желаем успеха. 13:05 и Победит сильнейший, говорят. Пусть начинается разогрев. И Первым делом кочегарится тандыр, да, Петя? Да. Потому что он может гореть, разгораться, вернее, очень долго. Да, первым делом береста. Оба! Подожди-ка, что я делаю? Мы вытаскиваем. И бересту. Поспешишь? Лейна, спешишь. Да. Колдуют с газовым оборудованием. Оборудование серьезное, оборудование хорошее. Прибываем к амгинцам, которые занимаются ощипыванием. Да. Мисочка. Оладьи, да? Кубан скорее всего. Стоит экранчик от ветра и так далее. И вот эта выставка-продажа газового оборудования, которая от Ростелекома была, на самом деле это просто для скорости. Горный тоже щиплется утка. Разгорается очаг потихонечку, ну и тут уже стоит. Тут уже традиционная, по-моему, сахатина, да, Никита Викторович? Ага. А? И да, вот. О, Хоболор. Колледж имени Дудкина занимается рыбой. Рыба, мясо дикого зверя, ну все как положено. И все тоже разделено, скажем так, по технологическим цепочкам, и идет работа. Брокколи. Здесь Арктик Телеком. Арктик Телеком. Ну как, да, как мини-ярмарка такая, да?
Как Хозяйственная мини-ярмарка, да. Надо было наличные с собой брать, потому что терминалы здесь не работают. Хатынская ярмарка. У нас тут своя Усть-Хатынская. Имя обязывает ко многому, так что стараются очень и очень сильно. Здесь уже стоит большой котел с чем-то водоплавающим. Ребрышки оленины. Ребрышки оленины. Ну, география у Минэкологии, конечно, вся республика. Это да, это большое подспорье. Не побываешь в республике, не узнаешь новые рецепты, да? Да. Именно так же. Новые рецепты. Мы люди полевые, мы все время в поле. А мы тоже. Опыт большой у нас. Да. Из прибулов можем приготовить вкусную еду. Понял. Лук готов, отвечающий за направление разделки лука, зелени и прочего. Между тем колдующий на плите обильно очень добавляет масло растительное и да, красивый процесс, очень красиво снимать, так что это. Я сейчас своим перейду, но до этого оладьи. С чем-то оладьи, да? Это мука местная. А вот эти вот крапления, это что? Это у нас овес и этот, как это называется? Пшеница? Да, пшеница, да. Ага. Помытая, высушенная, 6 лет хранилась, и ее сразу помыл, сразу Да. помол, и оно идет сразу как натуральное. Как В полнолуние надо нарвать, потом да. 6 месяцев Ну, высушить. все сохранности уже Все соблюдены, да? соблюдены. И вот, даже смотрите, у нас огонь даже хататом Высекается, да. Да. У нас нож даже добыт из местной руды, из амгинского камня. Железную руду добыли и сразу. Ну, И это получается у нас... все соблюдается. Да, все соблюдается. И оказывается, у наших жюри проверка подлинности всех ингредиентов, да? Гусь в тандыре. Тандыр готовится. Основное блюдо. Несколько основных блюд. Нет, ну у нас 3 же блюда. Просто вкусно название. Название команды просто вкусно. Марьянка, Эмиля. Просто вкусно не только в кадре, но и в жизни. А это девиз, да? Да. Рыба, это будет. Вы знаете, да? Он будет на гриле. Рыба на гриле. Да, и будет охотничьи халахаты из... Это 4-е блюдо. Гусь, тандыр, суп. Неограниченное положение было Неограниченное написано. Да, а по дичи у нас халахаты поохотничьи из оленины и из косулятины. 2 вида мяса у нас есть. Это готовится очень быстро, поэтому мы решили, что успеем это сделать. У нас вообще общая концепция, да, вы видите, что наша программа называется «Просто вкусно». Да, это одноименная передача, которая выходит на канале Якутия-24. И мы, долго не думая, решили взять лучшие из рецептов, которые были у нас в гостях, из героев. Стало быть, ну, допустим, был халахаты у нас готовил Николай Валуев сам. Известный охотник рыбак, халахаты из оленины. Мы решили взять его рецепт и постараться воплотить. Из дикого оленя, да. Да, из оленя, да. Дикого северного оленя. Да. Растительное масло вы пьете прямо в таком этом, как в ресторанах в Америке. Да. Это удобно, очень удобно. Это мне Сёма Тарбахов научил. Да. Вот такие те приемчики, которые в реальном производстве используются. Дядя Толя между тем. А ты суп поставил, да? Суп уже поставил. Суп уже. Так, где у нас кипит суп? Я буду ингредиенты сейчас готовить. Кипит суп. Кипит суп. Будет легкий суп из эмеля с клетками, да? Да. Вот. Все. Так вот. Команда сказала,
наделяем тебя полномочиями хронометриста, то есть через каждые 10 минут нужно говорить, прошло там 20 минут, прошло 30 минут и так далее. Это нужно для того, чтобы у ребят было ощущение времени, успевают они или нет. Вот так вот. Все команды работают, и жюри проводит обход команд участников. Жюри подходит к очередным участникам, опять же по случайности, по совпадению, это Амгинский улус. Он перья был. Какие блюда? Ну, гусь, допустим, в Амге тоже. В каком виде? Запеченный или Стейк. Да. стейк? Да. Из гуся получается, из грудки стейк мы должны приготовить. А, стейк на из местном гуся. сливочном масле. И это получается на садже. У нас оладушки получается из местной муки, которую 6 лет хранили и вчера только промололи. Вот оладушки сам лично готовлю. Так, тройная амгинская уха с местными амгинскими специями. Вот с прошлого года мы начали делать свою муку пшеницы. А вот я хотел спросить, да, это ваша местная? Да, это наша местная. Наша местная уха, да? А? Да, Тройная уха амгинская. 3 видов рыб. Окунь, сид и щука. Сильное масло. Петя решает немного скрасить вкус оленины. Тем более оленина косулятина же, да? Да. Поэтому такой уварить брусничный сироп. Или брусничный соус, да? Брусничный, да. Хорошо. Уваренный брусничный соус. Масло куда положил? Кого? Растительное масло. Растительное масло вот оно стоит. Только снаружи протри, пожалуйста. На. Вот это влажные есть. Это я грязными руками брал. Я буду рад, да. Нет, чуть-чуть сахару. Сахаром. Колдует Петя. Карамелизация должна произойти. Да. Это под оленину прямо первое требование, потому что, ну, не скроем, специфический вкус, да? Да, не всем нравится. Не всем нравится. Не всем нравится вкус А дичи вообще. Да, и именно с ягодными соусами это, ну, более-менее такой приемлемый. Она подчеркивает. Подчеркивает, да. Вот. Да, у нас тандыр, стенки приобрели белый цвет. И согласно, скажем так, канонам, хозяин, как сказал мне, по мануалу, да, ровное самое время заложить нашего гуся аккуратно. Вот так как оставляется. Да. И в это время мы берем его вот так, закрываем. Ну и плюс депиляция, да? Да, немножко. Ну, на подушечках нет волосиков. Да-да-да. Да, и время томления, ну, скажем так, готовки 50 минут должно у нас должно подойти. То есть мы укладываемся Должны мы уложиться. Требования организаторов. Ага. 14:40, да, получается, да? Все внимание теперь на рыбу и на оленину, да? Толя занимается соусом. Супом. Почему? А? Супом. Супом я занимаюсь, жду, ага. У нашей команды несколько блюд. Гусь в тандыре, рыба печеная, ну, на гриле получается, да? И халахаты, охотничьи халахаты, исконно охотничье блюдо, которое Петр Петрович готовил с Николаем Валуевым, да? На территории Горного Улуса, кстати. Бескölь же было дело, да? Да. Халахаты это, ну, слайсится мясо и прожаривается, подается. Буквально, да. Его обычно потребляют охотники без гарнира, без никакого, да? Да. Но в нашем случае у нас, поскольку есть овощи, гриль, подадим с овощами гриль. Петя, общение с Семеном Тарбахом и другими напарниками что дает в плане, вот, скажем так, приготовления пищи? Ну, в первую очередь, конечно, опыт и, я так думаю, надсмотренность. Потому что, да, так или иначе ты сам по наитию готовишь, но при этом нужно знать все равно технологические циклы
и вообще как все должно быть на самом деле. Может быть, какие-то новые вариации, как готовить то или иной соус. Всегда думал, что это очень вкусно, это что такое вообще? Ну, не знаешь, а тут человек рядом спросил, и он говорит, ну, это же все просто. Потом думаешь, это же все просто, взял, воплотил. Не каждый день увидишь главу муниципального образования, который чистит шампиньоны. Не каждый день. Поэтому я люблю свою работу. Хангарды бүгүнөрө мандыкүлага тигистик. Маши билбеппин дигер. Хепке бурасты гурубунду сыйхаду билбетиме. Огама кадак барына. Это барнанде. Та тыга курдук. Тыга ме. Оны то куйду хатылар бакым. Тыга ити болунду биттади. Ата буста да битер бар. Дигер. Тени така. Кырдык тустак болана улочуй. Горячий сырым не бывает. Ага, смотрите, есть спаржа. Здравствуйте. Форма явно не колледжа радиотехники. Нет, радиотехника, там работаем. А готовишь как хобби, да? Да, готовлю как хобби. Ясно. Просто профессиональная форма? Ну, мы повара же там. Там колледжи, да? Да, в колледже мы повара, поэтому. Столовой повар. Столовой повар, да. Столовой повар. И подача вот стейков, смотрите, какая тут. Все официально. Нанизывание на вертельчики карасиков, которые, говорят, сегодня утром плавали еще. Это галях карасики получается. Очень много команд, и за всеми просто не успеваешь. Останавливаешься на раз там 10 минут и смотришь, тут что-то любопытное делают, тут делают. Это команда Горного Уса во главе с главой муниципального образования, который вон шампиньоны чистит. И тут и свежая трава для того, чтобы не портилась. Да, запах и как бы экспресс-холодильник не портилось. Вот так. Клёцки. Да? Ага. Ну тут Эмиль, короче, отваривается в бульоне уже. И дядя Толя, успеешь, да? Успею. Ага. И тут своего рода клёцки. Да. Ну, все ходы у нас зафиксированы. Помощь зала мне не ответила. В смысле? Ничего. Я звонил супруге насчет консистенции. Я не уверен был. Консистенции. Ну, клетки, они же как бы клетки. Это да. Любой консистенции. Вот там люди бургеры готовят. Ну, ладно, мы не будем отвлекаться, у нас свои блюда. Акцент, конечно, на наших участников, на Анатолия, на Саргалану и, конечно, на Петра Петровича, которые прилагают все усилия, чтобы достойно представить нашу медиакомпанию на фестивале «Полевая кухня». Дождались по мануалу 50 минут и начинаем смотреть, вытаскивать, что у нас вообще получилось. Возможно, все сгорело, не исключено. Короче, это лотерея, да? Это лотерея, да, но хозяин сказал, все получится. Все получится. Полчаса на углях, 50 минут. Вот у нас. Смотрите, как шкварчит. Шкварчит. Это мы нам вытаскиваем. Все очень горячее. Аккуратно надо. Смотрите, фольга приобрела такой благородный золотистый оттенок, да? Ага. Металл, скажем так, немножко свои свойства потерял. И сейчас... Да, все, и это нас ждет для сервировки. Ожидает сервировки. Прямо жир, смотри.
Остаток жара тандыры решили употребить для запекания картошки. Ну, сейчас будем запекать. Это соль, Петя. Все, процесс продолжается. Я поберегу батарею, чтобы у меня хватило на момент, когда к нам придет жюри. Первая порция халахаты. И у нас тем временем шеф-повар, наш капитан команды Петр Цепандин делает пятиминутку по-охотничьи. Так назовем, да, халахаты? Ну, халахаты, да. Суть такова, да. Да, что когда на охоте ты добыл зверя, первым делом, конечно, да, возможно, ты ходил за зверем неделю, возможно, день, кушать хочется всегда. И, как правило, когда дичь разделывается, самые вкусные места, кто откуда хочет, берет, разжигается костер, да, ну, чтобы согреться и все прочее, и на пробу на длинных таких палочках, раз, ну, можно сказать, якутский шашлык. Тонкие вот такие куски отрезаются, слайсами, как сейчас модно говорить, да, и делается халахаты, да. Адаптация этого блюда для кухни. Это поджарка, вот получается? Это поджарка, да, очень тонко нарезанное мясо. Непритязательными специями это перец, само собой, уже поздно, нет, давай там суп будем подавать, все, сделали, все. Соль мне дайте. Соль, где соль? Соль. Шеф. Фольга есть, ага. Все, Петя, теперь ты с полным правом можешь называться шефом. Ну, это все равно, что назвать средство на суп. Дон, да? Не будучи им, но да. А что делать? Один из самых вкусных моментов на самом деле. В условиях, когда, наверное, ты все-таки теряешь много сил, да. Восполнить запас белка, это бывает. Чистый белок, да. И причем можно, я люблю вот в таком виде, например, когда чуть-чуть с кровью, для medium rare, тем более оленину можно так кушать. Да, я люблю так, но не все так любят, поэтому я его сделаю well done. Well done. Да. Это у нас уже вторая порция. И у нас будет еще, вот лежит у нас косулятина. Косулятина, да. Это оленина у нас и будет косулятина. Тоже тонко нарезанная. Косулятина. Вот так вот. Так. Здравствуйте. У нас ответственный момент. Подход жюри. Готовы, да, уже? Да, мы готовы. Микрофон надо говорить? Ну, хорошо. Друзья, разрешите представить наше блюдо. Наша команда называется «Просто вкусно» по одноименному телепроекту, который выходит на канале Якутия-24 уже 5-й год. В общем, мы как, подумали, что готовить, потому что было положение вообще, да, но все-таки мы заострились на названии фестиваля конкурса именно «Полевая кухня». Потому что тут переводили «полевая кухня» вроде «хону кухня» там, но на самом деле нет. Когда человек охотится, всегда же говорят «с полем». Это более широкое понимание. Ну, то есть сюда закладывается то, что добыли на охоте на рыбалке. А как бывает на охоте на рыбалке? Приехал минимумом бутера и все прочее из подручных средств. И иногда так бывает, что заедешь в охотничью заимку, случайно оказался тандыр. Мы воспользовались тандыром, приготовили там гуся. Мы приготовили 2 утки, морянки Эмиль по-якутски. Суп у нас вот готовится, да, подаваться. Алло. И приготовили блюдо, которое каждый охотник, ну, не раз ел, халахаты. Это когда человек выслеживает добычу, может он ходить день, ходить 2, ходить неделю, голодный. И первым делом зверя добыл, но что делается? Разжигается костер, кормится двухбойная, отрезается тонкими слайсами, как сейчас можно говорить, кусочками, и делается очень на огне быстрая поджарка. И адаптированная версия на сковороде, видите, у нас 2 вида халахаты. Вообще все наши блюда мы решили сделать по рецептам, по тем блюдам, которые у нас готовили
герои нашей передачи, которые у нас выходят в эфир. Вот некоторые фотографии можете их видеть. Мы специально взяли более известных людей, все-таки в России живем. Понимаете, вдруг они у вас какое-то влияние окажут на принятие решения. Но не суть, но тем не менее. Это просто антураж, на самом деле это шутка. Вот, третье блюдо у нас из рыбы, это, видите, омуль. Сейчас, конечно же, не сезон, но омуль зимний. Мы его, опять же, сделали гриль. Так, вообще все тюгелька наши, охотничьи, пожалуйста, вот это была небольшая презентация. Для жюри, видите, мы специально для вас принесли шкуры, все лицензии есть, если что, не бойтесь. Садитесь, пожалуйста, жюри, за наш стол, за наш дастархан. И приятного аппетита, можно прямо брать руками. Ложечки можно для ложечки, вот они для супа, все подготовлено. Да, и, конечно же, гарниру, ну, как правило, якут траву не ест, но сейчас современные времена, 21 век, ПП и все прочее, мы для вас сделали тоже очень быстро на гриле овощи-гриль. Овощи-гриль. Универсальный гарнир. Универсальный гарнир для всех подходит и, мне кажется, всем нравится. Кстати, я забыл, рецепт мне подсказал, вот кто-то говорил Коля, да, но для нас Николай Валуев. Мы уварили бруснику, посмотрите, это есть у нас специальный соус для дичи, для оленины, для косулятины. Гуся разрезать? Еще раз, то, что он говорил, на самом деле это правда абсолютная. То есть все вот эти рецепты делали все те, которые приходили к Петру и к Семену Тарбахову в студию. Кроме, наверное, гуся, потому что тандыра не было никогда в студийных помещениях. И вот это вот абсолютно стопроцентная импровизация. Гусь добыт самим Петром Петровичем этим сезоном. Да, Петр? Да. Да. Гуменик. Да, и просто, наверное, для каждого члена жюри будет обязательным условием попробовать кусочек вот этого гуся, который на данный момент разделывает Петр. Я ножку дам. Ножку требуешь? Ну вообще, да, действительно, мы исходили из того, что все-таки должна быть полевая кухня, да. Можно было, как говорится, немножко, благодарю, да, сделать такое, что... Красивое. Ну, очень красивое. Лучше в домах Лондона и Парижа, да, но все-таки фестиваль это полевая кухня. Должно быть все просто, как все должно быть действительно охота. И мы исходили именно из этих... в этих рамках. Простите меня, пожалуйста. На овальном блюде халахаты из дикого оленя, а это вот на круглом блюде халахаты из косули. Брусничный соус только Брусничный соус для того, чтобы смягчить вкус, да. Сам варил. Нет, он сам варил только что, и все зафиксировано. Толян, у тебя есть, говорю, брусника? Неси, говорю, Калинине. Только что сделали. Да. Вообще абсолютно все приготовлено только что. Самому нравится даже. Все, хватит, закончили, да? Идите к другим. Шутка. Скажи, это невкусно, я сам буду кушать. Однако, да. Это минус балл, да. Я думаю, плюс балл за шутку. Уважаемые члены жюри, у вас еще предстоят дегустации. Ну, вообще, молодцы, все хорошо поработали, это просто прекрасно. В этом году более увеличенный ассортимент блюд. Ну, хочу отметить вот бургер с медведя, вы знаете. Много дичи, конечно, было. Утка, селезень, рыба, конечно, местная рыба. Все вот это вот, по сравнению с другими фестивалями, с другими конкурсами, на которых я участвовал, практически я очень много вот это на фестивале «Охота и рыбалка» был по приглашению, поэтому в этом году как-то более насыщенный такой конкурс, Более очень хорошо, да, более и насыщенный. вопрос, который интересует наших, у нас программа «Испытан на себе», как мы участвовали, получается, в фестивале «Полевая кухня», да? Работа, вот вторая команда, которую вы оценивали, которая вот у нас со шкурами была, да? Что там можно разобрать в качестве, ну, как профессионал? Вообще все прекрасно, ну, как профессионал. Во-первых, приготовлены блюда очень
как сказать, с профессиональным подходом, вот так, если можно сказать. Не просто так, вот знаете, варят, да. А вот именно с профессионализмом. Оформление прекрасное, вы знаете, мне очень понравилось. Такое первый раз присутствовали вот на этом, прям на полу, на земле, вернее, да, вот сделали. Подача блюд, оформление блюд. Все интересно. Ну, как говорится, удачи всем, все молодцы, все, можно сказать, победитель, конечно, будет победителем, но всем спасибо. Очень в этом году такой получился активный, насыщенный, интересный фестиваль, гастрономический, можно сказать, фестиваль. Где взяла такие ножки? Не подглядываем. Ну, Олег Олегович нам сказал, чтобы без призовых мест мы не возвращались. Это очень... Я надеюсь, что мы приедем. Да. Что-то да будет, да? В любом случае мы в десятку попали. Топ-10. Топ-10 попали, да. Я уверена в этом. Да. Топ-10 лучших кулинарных команд республики. Мы уже вошли, это очень важно. Это исторический момент, да. Да. Исторический момент. Какой раз команда НВК Саха участвует в этом фестивале? Небольшой. Сейчас разрешите приступить для вас к самому ожидаемому этапу конкурса – это награждению. Поздравляем, да, вы в топ-3. Топ-3. Поздравляем. Топ-3, ребята. Ждем окончательное, да. Дипломом награждается команда «Просто вкусно» НВК Саха. Победитель номинации «Лучшая презентация». Третье место все-таки, да, третье место. Третье место у ребят. Минэкологии Республики Саха-Якутия. Победителю в номинации Валуев сработал, Петя. Петя Валуев сработал. Да. Ну и масло, конечно. И место тоже третье. Учур на 15 тысяч. И медали. Ой. Третье. Ой. А еще есть подарки.